Здравствуйте! На вашем канале в это время, как всегда, итоговый выпуск новостей уходящего дня в студии Айджан Казакбаева и Манас Ажигитов. И в начале краткий анонс главных событий этого понедельника. Вновь обильные осадки, ливневые дожди опять спровоцировали селевые потоки в ряде регионов. Вода смыла мосты, унесла домашний скот и затопила огороды и хозпостройки. Кто и зачем испытывает неизвестные препараты на кыргызстанцах? Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Департамента лекарственного обеспечения. Скандал набирает обороты. Что происходит в соседнем Казахстане? Народный протест или провокация? Оппозиция заявляет о массовых задержаниях участников антиправительственных акций. Силовики о срыве беспорядков с применением оружия и коктейлей Молотова. Купола и колокольный звон. В Бишкеке на минувших выходных состоялся первый фестиваль звонарей. Искусство бить в колокол показали мастера из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. А теперь подробности. Начнем с происшествий. Крупный пожар накануне ночи произошел в Джалалабадской области. Сгорел центральный рынок Базар-Курганского района. Пожарные расчеты тужили возгорание на протяжении нескольких часов. По данным МЧС, пламя охватило 2000 квадратных метров торговых павильонов. Это примерно 70% всего рынка. О жертвах и пострадавших не сообщается. Выясняются причины пожара. Напомним, за последние дни это не первый загоревшийся рынок на юге страны. На прошлой неделе также ночью сгорел самый большой базар в городе Исфана или Лекского района. В данное время подсчитывается суммы материального ущерба. Страну вновь захлестнули ливневые дожди. Обильные осадки в ряде регионов вновь привели к селевым потокам. В Аткенской области в Лелекском районе накануне сели, разрушили мост на трассе Ош-Баткен-Исфана. Соответственно, движение автомобилей по ней закрыто. В городе Исфана и в нескольких селах потоки воды затопили хозпостройки и огороды жителей. Грязевая масса унесла с собой несколько голов домашнего скота. Спасатели, как сообщается, работают над устранением последствий стихийных бедствий. Всемирный гуманитарный саммит сегодня открылся в Турции. В нем принял участие президент нашей страны. Как сообщается, в Стамбуле Алмазбек Атамбаев участвовал в закрытой сессии глав государств и правительств, прошедшей под председательством генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. На полях саммита президент встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-германского сотрудничества. Отметим, в работе первого Всемирного гуманитарного саммита принимает участие президенты и главы правительств около 60 стран мира. Форум, проходящий под эгидой ООН, призван изменить подход международного сообщества к реагированию на кризисы. Тем временем в той же Турции сегодня назначен новый премьер-министр. Традиционно им стал лидер правящей партии, который был выбран Бинали Йылдырым. Его кандидатуру на съезде поддержали абсолютным большинством голосов. Сразу по итогам голосования президент Реджеп Таип Эрдоган поручил новому главе правительства сформировать кабинет министров. 61-летний премьер ранее занимал должность министра транспорта и судоходства Турецкой Республики. И по некоторым данным считается одним из самых близких и лояльных к Эрдогану политиков. С последним, к слову, напротив, в последнее время возникали разногласия теперь уже у бывшего премьера Ахмета Давут-Оглу. А в начале мая он и вовсе отказался участвовать в предстоящих выборах. А теперь к новостям наших ближайших соседей. Минувшие выходные в Казахстане прошли под знаком массовых задержаний противников поправок в земельное законодательство. Об этом сообщают правозащитники. Намеченные митинги в ряде городов Казахстана были разогнаны силами правопорядка. По данным гражданских активистов, полиция сработала очень жестко. Задерживали как активных участников акции, так и обычных зевак. Объясняться с правоохранителями пришлось и журналистам. Число задержанных, по данным некоторых СМИ, доходило до нескольких сотен человек. Впрочем, силовики соседней страны вскоре отчитались, что речь идет о 40 активистах, которые, несмотря на запрет проведения акции, провоцировали граждан на противозаконные действия. Более того, силовики продемонстрировали обнаруженные вблизи места, выбранного для проведения митинга, несколько схронов с оружием, обрезками арматур и бутылками с зажигательной смесью. Подробности в нашем следующем сюжете. Такого количества полицейских и спецтехники жители Алматы еще не видели. Для обеспечения безопасности в центр города были стянуты усиленные отряды милиции. Митинг, который был запланирован на площади Республики, правоохранительные органы не допустили. Взяв плотное кольцо площадь, полицейские приступили к задержаниям активистов. Напомню, массовые акции протеста были запланированы на 21 мая по всему Казахстану.
Главной причиной недовольства населения стали поправки в земельное законодательство, согласно которым Казахстан может передавать свои земли в аренду иностранцам на длительный срок. Однако позже лично президент Нурсултан Назарбаев опроверг эти сведения. Глава государства наложил мораторий на эти поправки. Но провокаторы, как позже писали СМИ Казахстана, воспользовались недостатком информации. По словам гражданских активистов, на этот раз полицейские задерживали всех без разбора. И активных участников акции, и простых зевак, и даже журналистов. Задержанных было так много, что вместо автозаков пришлось использовать автобусы. Всего, по данным силовиков, под стражу были взяты более 40 человек. Правозащитники же говорят о том, что число задержанных было гораздо больше. А есть удостоверение личности ваше? Конечно. А на каком основании вы меня задержите сейчас? Пойдемте со мной. Нет, вы объясните причину задержания. Будьте добры, пойдемте со мной. В правоохранительных органах говорят, причины для задержания собравшихся действительно были. В преддверии акции протеста вблизи площади Республики были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами. Кроме того, там была спрятана крупная сумма наличными. Сейчас полицейские устанавливают, кому принадлежит содержимое тайников. В 5 так называемых схронах, расположенных вблизи площадей Республики Астана, были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, фрагменты от десяток арматур, металлические прутья, а также канистры с бензином. Эти схроны лежали в пакетах, завернуты заблаговременно. Потом в процессуальном порядке были осмотрены и изъяты. Они под землей где-то? Нет, аккуратно, можно сказать, припрятаны. В ряде аналитических интернет-изданий не исключают, что за событиями в Казахстане могут стоять западные технологии. Сейчас правоохранительные органы Казахстана ищут основных организаторов и зачинщиков акций протеста. Игорь Потанин, Алтынбек Каныбекулу, НТС. Тем временем в Таджикистане накануне прошел референдум о внесении изменений в Конституцию. На всенародное голосование были предложены несколько поправок. Главное из них, пожалуй, то, что действующему президенту дается право избираться на пост главы государства неограниченное количество раз. Другая поправка сокращает возрастной ценз кандидатов на пост президента до 30 лет. Это, как пишут некоторые СМИ, дает право старшему сыну Эмомали Рахмона выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах. На референдум также было вынесено введение запрета на создание и деятельность партий и движений национального и религиозного характера. В Центре избиркоме, отметим, еще накануне заявили, что плебисцит состоялся, а сегодня было объявлено, что почти 95% из всех проголосовавших граждан поддержали предложенные поправки в Конституцию. Чтобы сельчане сами выбирали себе руководителей, депутат Джугорку Кенеша Кенжибек Бокоев предлагает проводить в стране прямые выборы глав сельских управ. Сегодня на Комитете по бюджету и финансам парламентарий представил соответствующий проект закона. По его словам, если жители сел и деревень сами будут выбирать управляющих, то их ответственность будет намного выше, а обещания, данные ими перед избирателями, будут определяющими в их работе. Более того, как отметил Бокоев, прямые выборы глав Айлок-Мөтө наиболее демократичны и более эффективны в вопросе очищения исполнительных органов местного самоуправления от коррумпированных криминальных руководителей. Как правило, население хорошо знает друг друга и более решительно избавляется от скомпрометировавших себя чиновников, нежели депутаты, выдвинувшие их из своих рядов. Лечит или скорее калечит? Кто и как контролирует ввоз препаратов на территорию страны? Скандалы, связанные с деятельностью Департамента лекарственного обеспечения, все больше набирают обороты. В их числе незаконные клинические исследования никем не признанного препарата ФС-1, а еще ущерб государству из-за превышения должностных полномочий работников департамента. Генпрокуратура возбудила уголовное дело, согласно которому из-за справки, выданной департаментом частной компании, одна из партий препаратов, завозимых в страну, в течение 3 лет не облагалась налогами. В департаменте это отрицают, заявляя, что выдать такой документ не уполномочены. В их задачи входит лишь регистрация и надзор за качеством медикаментов. Все обстоятельства дела изучила Елена Яковлева. Уже как минимум 3 скандальных факта, связанных с Департаментом лекарственного обеспечения, всплыли лишь за последнюю неделю. Наблюдательный совет при Минздраве обнародовал данные о том, что на кыргызстанцах больных тяжелой формой туберкулеза, можно сказать, ставили опыты. На них проводили несанкционированные клинические испытания препарата ФС-1, не имеющего одобрения Всемирной организации здравоохранения, который не включен в национальный клинический протокол. Кроме того, департамент обвинили в закупке чрезмерно большого количества еще одного лекарства под названием циклосерин, купленный на средства глобального
глобального фонда для борьбы с туберкулезом еще на 2015 год. Однако, не успев освоить всю имеющуюся лекарственную массу, срок его годности истек, и теперь медикаменты на сумму около $300 тысяч подлежат утилизации. А на основании третьего факта Генпрокуратура и вовсе возбудила уголовное дело. Установлено, что должностные лица вышеуказанного департамента незаконно выдали одной из ОСО официальные справки за период с 2013 по 2015 года о том, что ввезенные ими лекарства относятся к определенной категории лекарственных средств, подлежащих освобождению от уплаты таможенных платежей и НДС. В результате чего должностные лица таможни МОНАС выпустили товар без взимания соответствующих платежей в бюджет. Сумма материального ущерба за счет недополученных налогов более 2 миллионов сомов. Однако департамент с обвинениями в свой адрес не согласен. По словам Джанул Джусуповой, выдавать справки с подобным содержанием не в их компетенции. Кроме того, каждый товар имеет свой классификационный код в соответствии с товарной номенклатурой, что и определяет, по какой таможенной пошлине он ввозится в страну. И этим ведает исключительно таможенная служба. То, что вот здесь выставляют, это прерогатива. НДС облагать, не облагать. Под каким кодом, это не наша задача, это таможенная служба, государственная таможенная служба. Мы государственной таможенной службе выдаем справку о том, что да, вот эта компания ввозит вот этот препарат, значит, если мы выдали справку, значит он зарегистрирован сейчас, и он может применяться в медицинской практике, значит эта компания может вести вот эту партию, вот эту серию. Сказать сегодня что-то больше в департаменте не могут, так как главный надзорный орган еще официально к ним не обращался. И о каком именно препарате идет речь, там не имеют понятия. В Генпрокуратуре ни название компании, ни наименование препарата на период следствия называть отказываются. Однако, согласно некоторым предположениям, этот препарат из категории биологически активных добавок. А по 31-му постановлению правительства от 2013 года ряд медикаментов, куда включили и БАДы, вошли в перечень лекарственных товаров, облагаемых налогами. У нас как-то сложилось, что многие медучреждения, вот такая вертикально очень закрытая структура. Там они сами и регистрируют, и проверяют, и допускают, и все делают. И других экспертов как бы нету. Поэтому наше предложение было в том, чтобы разделить регистрационные функции с функциями надзора за лекарственным рынком. В этом случае тогда бы уже позволило бы, может быть, немножко с опаской какие-то действия, может быть, противозаконные делать. Принятие закона о лекарственных средствах, где как раз очень четко прописаны все упомянутые экспертом процедуры, очевидно, намеренно тормозится, говорит Султангазиев. Судя по всему, кому-то выгодно, чтобы на фарм-рынке все так же оставалась существующая неразбериха. Елена Яковлева, Асхат Касымбеков, НТС. Продолжаем выпуск. И на очереди вновь проблема, которая стала у нас практически нарицательной. Речь о нехватке чистой питьевой воды. Эта проблема по-прежнему остается острой в десятках, а по другим данным в сотнях населенных пунктов нашей страны. Одно из них – это село Чаек в Джумгальском районе Нарынской области. Жители села жалуются, что построенная более полувека назад система водоснабжения давно вышла из строя. Местный водозабор нуждается в ремонте. Впрочем, если даже он и заработает, рассчитан он на обеспечение водой лишь небольшой части села. Поэтому людям все равно придется набирать воду из местного источника, берущего начало на кладбище. А безопасность применения этой воды в пищу никто не гарантирует. Тему продолжит Анастасия Соболева. Водоснабжения в этом садике Чаека никогда не было. Здание было построено в 60-х годах прошлого века, еще в союзное время. Чтобы приготовить для дошколят еду и помыть посуду, живительную влагу приходится таскать ведрами. Вот так вот мы издалека несем воду. Другого выбора у нас нет. Такая проблема у нас уже давно. Село Чаек – центр Джумгальского района. В 3 школах, 2 детсадах и в одном детдоме воды не бывало. В начале села, рядом с горами, жители вообще уже и не рассчитывают на чистую воду. 200 семей проблемы с нехваткой воды испытывают на себе. Источник, берущий начало на кладбище, какой-никакой выход. Однако жители опасаются, что могут подхватить какую-то заразу.
Кто-то говорит, что эта вода чистая, но мы сами видим, что она течет с кладбища, поэтому боимся. Уже обращались и в сельсовет, и в акимиат, но никакого толку. Когда вода свежая, еще незаметно, а вот если сутки простоит, вкус меняется, пить очень неприятно. Водозабор в этом селе построен в 1967 году. С тех пор ни разу его не ремонтировали. К тому же, если в то время по всему селу было всего 600 семей, то сейчас в 2 раза больше. Чистой водой всех обеспечить тяжело, говорят в местном управлении водоканала. Собранных за потребление воды средств ни на что не хватает. А в бюджете, как всегда, денег нет. У нас вообще по воде нет никакого дохода. Даже не хватает на зарплату. У охранников оклад 1500 сомов. Рабочие получают 3000. А за такие деньги никто работать не хочет. Поэтому иногда приходится просить мимо проходящих о помощи. Иногда сами делаем всю работу. Место истока воды местных жителей называют Чукур. Забора вокруг нет, скот там свободно пасется. А из-за дыр в трубах там и так мало воды. В 1992 году после землетрясения трубы прохудились. Вода теперь растекается повсюду. Объект только недавно был передан на баланс Аильного округа. До этого, что было, все распродали. Систему очищения воды в прошлом году передали на баланс Аильного округа. До этого здесь было другое предприятие. Тогда было 45 водопроводных колонок, сейчас из них 50% только в рабочем состоянии. Особенно в центральной части села Чаек остро стоит проблема с нехваткой воды. Чтобы, к примеру, отремонтировать водоочистительную систему на улицу Узун-Булак, необходимо 14 миллионов сомов. Смету уже составили и отправили в Джукорку-Кенеш и департамент водного хозяйства. Однако ответа не последовало. Тем временем местные жители пьют грязную воду. А ведь никто не дает никакой гарантии, что, употребляя такую в буквальном смысле мертвую воду, они не подхватят опасные заболевания. Анастасия Соболева, Мэрим Ташибекова, Манас Бакешев, НТС, Джумгальский район. Выбрасываются из окна, режут вены, глотают таблетки. Детский и подростковый суицид среди кыргызстанцев становится частым явлением. Только недавно с промежутком в 2 недели покончили с собой 2 девочки. В Караколе одна из них попрощалась с жизнью, выпрыгнув с балкона, а в Нарыне ученица 4 класса повесилась у себя дома. О причинах самоубийства в этих случаях остается лишь строить версии и предположения. В прошлом году по республике было зафиксировано 93 факта суицида среди несовершеннолетних. Психологи говорят, если одних детей на столь крайней мере толкают неприятности в школе и недопонимание со стороны сверстников и учителей, то с другими не могут найти общий язык собственные родители. Так все же последствия неблагополучия в семьях или замкнутость и нехватка общения. В проблеме разбирались наши корреспонденты. В прошедшую субботу в Караколе 16-летняя девушка выпрыгнула с балкона многоэтажки. Спасти подростка не удалось. От полученных травм она погибла. В правоохранительных органах предполагают, что причиной могла послужить ссора с близкими родственниками. Второй суицидальный случай произошел 2 неделями ранее, уже в Нарыне. Ученицу начальной школы нашли повешенной в саду у себя дома. К сожалению, статистика самоубийств среди подростков неумолимо растет. В среднем за 1 месяц в этом году таким способом умирали по 10 детей. Ежемесячно ведется мониторинг и ведется статистика. За 4 месяца 2016 года органами внутренних дел зарегистрировано 39 фактов суицида. Надо отметить, что сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних предотвращено 158 попыток суицида. По информации правоохранителей, в прошлом году расстались с жизнью 96 детей школьного возраста. Правда, цифры эти не сходятся с данными Министерства образования. Там вообще не согласны, что самоубийств учащихся становится больше. По их расчетам, наоборот, за 5 лет количество случаев детского суицида уменьшилось. Ни для кого не секрет, что кроме родителей немаловажную роль в жизни ребенка играет учитель. А на сегодня во многих школах явно не хватает опытных психологов. В 2010 году у нас было сокращение количества часов, и введены штатные единицы социальных педагогов и замдиректоров по воспитательной работе. И когда мы ввели единые штаты социальных педагогов, то пришлось, говорю, кто пошли эти социальные педагоги и психологи? Это те же учителя, которые преподавали в школах, да, учителя
разных предметов. Но у нас это мы тоже проанализировали, мы начали обучать массовое обучение социальных педагогов и психологов, чтобы они прошли полную квалификацию. По наблюдениям психотерапевта Кинишбека Усенова, раньше возраст детей, решившихся на суицид, был не менее 12-13 лет. Сейчас, уверен специалист, этот показатель разительно помолодел. Основные причины он видит в материальном неблагополучии семей, невзаимной любви ребенка и безразличии со стороны родителей. Когда дети на фоне физиологических и психологических перемен организма находятся в постоянном конфликте с близким окружением, то вероятность, что они пойдут на такой шаг, как самоубийство, очень большая, уверен психиатр. У каждого ребенка много проблем. Вникать в эти проблемы, вытаскивать эти проблемы, разрешать вместо этой проблемы. Вот это и есть пути профилактики, предупреждения суицида. Если мы этого не сделаем, вот этот вопрос суицида, она будет актуальна, она будет расти, к сожалению. Такова ситуация, что родители заняты добыванием денег, времени нет, чтобы поговорить с своим же ребенком. Тему участившихся суицидов среди подростков обсуждали на днях и в Джугурку-Кенеше. Тогда депутаты потребовали от министров, чтобы те до 27 мая провели правительственный час. Пока же по этому вопросу принятия каких-либо кардинальных мер замечено не было. Алексей Немашкал, Нурзада Садыкбекова, Асхат Ибраимов, НТС. В столице Чуйской области стартовала неделя здоровья. Как отмечают организаторы, акция носит благотворительный характер. Руководит проектом Корейский медицинский центр совместно с Министерством образования нашей республики. В рамках объявленной недели здоровья, кстати, третью по счету, все желающие могут пройти бесплатную консультацию специалистов в области педиатрии, гинекологии, кардиологии и ряда других направлений. Для этого в страну приехали более 20 высококвалифицированных врачей. В Бишкеке, как сообщается, бесплатный прием будет осуществляться в поликлинике номер 6 и национальных центрах кардиологии и хирургии. А жители Чуйской области могут обратиться в Центр общеврачебной практики, который расположен в селе Алмалу Исыкатинского района. Семинары, мастер-классы проводят именно ведущие специалисты из Кореи, высококвалифицированные, проводят нашими врачами-специалистами. И это, я думаю, приносит пользу, именно обучает новейшим методам диагностики, лечения больных. И я думаю, это благотворительная акция, она вовремя и очень актуальна. Из Южной Кореи в Кыргызскую республику приехал именитый трансплантолог. Сейчас он находится в вашем национальном центре хирургии. Одновременно наши медики проводят консультации и лечение. Нам бы очень хотелось, чтобы через данное мероприятие взаимосотрудничество с Министерством здравоохранения Кыргызстана только улучшалось. Сверкают купола под звон, что издают колокола. В Бишкеке накануне произошло одно из важных событий наших православных соотечественников. На Соборной площади храма святого князя Владимира состоялся первый в истории Кыргызстана международный фестиваль колокольного звона. На других посмотреть и себя показать приехали 20 звонарей из Кыргызстана и стран ближнего зарубежья. У каждого мастера колокольного звона своя техника. Каждый звонарь знает, как звучит его музыкальный инструмент. Однако, поднявшись здесь на звонницу, их ждали, если можно так сказать, незнакомые колокола. Однако участники фестиваля показывали свое умение, как будто звонили в них не в первый раз. Анастасия Соболева расскажет подробности. И руками, и ногами. Опытные звонари ловко управляют колоколами. Их переливающиеся звуки разносятся по всей столице. Притягивая к Соборной площади храма святого Владимира гостей и жителей Бишкека. Здесь, как и в любом храме, колокола установлены на свой манер. В этом-то и была некоторая сложность, рассказывают Андрей Атаманов и Владимир Забудько, приехавшие из Токмака. Хоть они еще совсем юные, одному 16, а другому 15, на своей колокольне за 6 лет ребята уже успели изучить каждый колокол, его особенности и характер звучания. А тут с непривычки можно и ошибиться, да и колоколов на звоннице в Токмаке гораздо меньше. Однако в звонарном искусстве, говорят они, есть место и для импровизации. Когда как, иногда, как обычно, звоним, что-то свое добавляем. Но в основном так, как сказать, само так получается, короче. С Божьей помощью. Там главное в звоне
чувствовать колокола. Не так просто, без ритма, чувствовать ритм колокола, как играть на них, чтобы они оживали. Поднявшись на звонницу Владимирского храма, с кыргызстанскими коллегами своим мастерством поделился и Илья Дроздихин, руководитель Московской школы церковных звонарей, один из лучших звонарей России, по совместительству почетный гость фестиваля. В Кыргызстане в основном звонари-самоучки. И они, можно сказать, что варятся в собственном соку. И, конечно, им необходим какой-то мастер-класс, какой-то стимул, движение, чтобы они дальше могли развиваться. И вот у нас нашим фестивалем здесь запланировано в том числе и проведение вот подобного мастер-класса, чтобы не только звонари сами показали свое мастерство, но и после этого фестиваля с собой унесли какой-то опыт. Чтобы на других посмотреть и себя показать, на первый в истории Кыргызстана международный фестиваль колокольного звона в честь святителя Николая Чудотворца съехались порядка 20 звонарей из Кыргызстана и стран ближнего зарубежья. Но это не соревнование. Здесь нет победителей и проигравших. Главное набраться опыта и увести с собой положительные эмоции. Я все время думал, что сделать для того, чтобы поднять уровень профессионализма звонарей. Это же подобно тому, что когда на молитву с минарета имам созывает на молитву, так и колокольный звон, он созывает на молитву православных христиан. И всегда слушаешь, где с какого минарета хорошо поют, лучше или хуже, так и звонари, где лучше, где хуже. И, конечно, чтобы поднять этот уровень, мы создали этот фестиваль. В воскресенье во Владимирском храме не только звонили в колокола, а также пели и танцевали. В перерывах между сменой звонарей на колокольне выступали фольклорные, танцевальные и музыкальные коллективы. Классно, спасибо организаторам. Такое удовольствие получили. Будем надеяться, что это не последний раз. Очень понравилось. Такое светлое, такое воодушевление получили, позитивный настрой. Понравилось. Ради этого и пришли сюда. Было бы чаще, можно было бы чаще. Международный фестиваль колоколов в Кыргызстане первый, но не последний. В следующем году в епархии обещают организовать фестиваль еще большего масштаба. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдиев, НТС. Ну и в конце о космосе, или вернее, как из космоса выглядит наша страна. Британский астронавт Тим Пик сфотографировал ночной Кыргызстан из Международной космической станции. Он опубликовал снимок у себя на странице в социальной сети, назвав фотографию горы Кыргызстана под светом луны. На фото отчетливо видны снежные вершины Алато, озеро Иссык-Куль, а также две сияющие звезды. Та, что выше, это Алматы, а ниже – это столица нашей страны, Бишкек. Кстати, сияет он не менее ярко, чем южная столица Казахстана. Отметим, это фотография Тима Пика. Сейчас стремительно набирает так называемые лайки. Ранее астронавт опубликовал видео, как выглядят из космоса молнии во время грозы на Земле. Увидев в социальных сетях это фото из космоса, я также, что называется, его лайкнул. И я прежде был уверен, что наш Кыргызстан красавец, а теперь вот дополнительное доказательство. Спасибо этому астронавту. Теперь наша страна имеет, можно сказать, свою космическую аватарку. Ну что ж, на этом мы завершаем наш информационный выпуск. Ну а я напоминаю, что следить за новостями НТС вы также можете на нашем сайте nts.kg. Увидимся завтра. Оставайтесь с нами, чтобы всегда быть в курсе событий. До свидания.